еще раз привет, включение. Тут аппарации, конечно. Все, заходим на Култукский тракт. Чистые ключи. Вот выходим и пошли подъемы уже. Ну так что-то, не знаю, мокровато как-то выглядит. Что это такое, посыпка или что? Тогда мы тут вот по рации нам говорят, там все висят. А мы где? Приехали и стали туда. Ну, в принципе, тронулись. Постояли на горе, просто взяли и уехали. Как бы нормально. Небольшое, короче, включение. Вот начальный первый подъем сейчас пройдем, наверное. Я весь Култук, наверное, не буду снимать. Так, коротко обстановку довожу. От вылета из гнезда, то есть погрузки точки, 534 прошли. Расход 35 литров стал. Ну, кому интересно такие показатели, не знаю. Время сегодня 27 число, четверг. Выехали мы в воскресенье в 6 вечера. Темп как бы нормальный. А вот это как-то мокрое, я не пойму. Это скользкое, мокрое. Визуально. Тут везде такое потепление, солнышко пригревает. Прям вообще красота. Аж в кабине жарко. Минус 11, солнце. Ночью-то где-то 23 было, 20, наверное. Так что 9, вот уже на 9, а он сам даже на 8 побежал. Единственное, что можно сделать, автоматом не пользоваться на подъем. Видишь, туда прошлифовывал, есть следы. Ну вы сейчас только по Сунянке выехали, заправки. Первый подъем, машин вообще никого, ни сзади, ни спереди. Видно, все, на восток перестали ехать, потому что дошла информация, что там цены упали с востока. И народ туда вообще сказал, тогда мы туда не поедем. И все. Потому что туда на месте, а обратно дешево. И как бы желание пропало, сейчас начнут другие направления шатать. В общем, 8-я передача. И поехали. Это вот здесь вот тогда была авария с автовозом. Вот оттуда тормоза пропали, вот сюда аж на гору залетел с машинами. А тут мы ехали, и тут давить как бы в поворот нет возможности. Придется сбавить газ. 30 едем. Ленивец поставили в автомат, он на снижении скорости расслабляется, то есть, ну и так в принципе держит он, ну место 4, ну где-то 11 с чем-то на ведущую получается, когда он так расслаблен, все не забирает. Так он 4,5 держит, а там получается 10 там, ну показывает 10,2 иногда, как-то так оно плавает. Ну 10,2 это в допусках, допускается перегруз, это 2%. 10 на 8, 10 200, если уже будет больше, то хана. Ну, у нас весы чуть-чуть, они как бы вверх, ну, больше показывают, чем есть. Ну, это мы уже приметили, как бы, и когда так. Все нормалек, в общем. Так, 8-ю, наверное, сам я включу, пока он не затянул. И вот так вот же мы туда шли. И вот здесь за поворотом уже на самом выходе все стояли, собрались. Буксанули. И вот уже буксанули. Слышь, пустой трау не может заехать. Опа. И сейчас и мы можем не заехать. Седьмую, межосевую. Volvo Dynamic. Ну, это гравитация, комплектация. Слышь, только мы сейчас, по-моему, и встанем тут. А 7-я просто садится. Он 6-я, переключаться ж нельзя. 6-й идем, я на механике. Да просто я сижу, растрындился, механику ж надо ставить. На 6-й идет. Ух, подъем.
Слушай, ну я не знаю, в Якутии вот такая же крутизна подъема, но он будет из снега. Понимаешь, просто угол атаки, ты видишь какой? Тут по асфальту дай бог заехать. Да, тут по асфальту. Не, ну она идет, в принципе, хорошо, прям аж набирает, разгоняется. Он уже... Я прибыл, да. 14, если ты все ослабил. Даже переключусь, рискну. Все, проехали. Все-таки вот еще плюс возить 25 всегда тонн, потому что у вас всегда, даже если вот скорость упадет, ну будет 30 скорость, да? Вы всегда можете его вообще полностью поднять до 30, этот лентяй. Видишь, строит что? Прямую? Походу скоро будет здесь. А, вот она. А, они... А, вон, да. Походу скоро сделают. Вот этот уберут, получается, да. Вот насыпь идет, они спрямляют, получается, за... Как он назывался, населенный пункт в начале, я забыл уже. Оттуда прямую, широкую. Ну, красавчики, что сказать. Якутию сейчас заасфальтируют. Здесь тебе это, и потом будет носиться все в шортах, сванцах на Якутию. Уши заложило 6%, здесь это уже... Там был 12 вот тот процентов. Там прям хороший уклон. Только вот это я заигрываюсь с автоматом. На механике поехали. Он просто бывает чуть-чуть... Ну, как бы на автомате, если вот будет сухо, то по барабану, как бы, да. А вот когда вот так вот, что-то там, вот видите, следы есть, да, на асфальте, подбукснул кто-то. И он может тогда чуть слабину даст мотор, и он думает, что типа легко пошло. Он раз, и в верхнюю передачу включает, и тут же ее обратно. А вы уже сбросили скорость, получается. И потом надо резко перескакивать там через 2-3 передачи. Поэтому я на механике. Да, ну мне непривычно клацать просто пока, понимаешь? Я же как... Ну понятно. Я-то сейчас могу включить автомат, но потом я могу забыть включить механику, понимаешь? И у меня такой привычки как бы нет. Я еду на расслабоне. А в Якутии, конечно, там расслабон все пройдет, там будет полная сосредоточенность. Но там такие подъемы через один, как вот этот, типа, самый страшный. И представь, на пустой оттуда. Надо хоть макулатуру, хоть что дайте, скажи. Просто, чтобы уехать оттуда. А то мы будем там шлифовать, я не знаю. Там же есть многие подъемы, которые как бы крутенькие, но их даже никто не посыпает. Потому что ну, там никто не стоит. А если поехать пустым, то можно где-нибудь там буксовать, а машина пустая, как бы она... Ее начнет там стаскивать куда-нибудь в кювет, там что-нибудь еще там подсложит. Вы там задом не сможете, начнете типа задом пытаться там выровняться, еще больше куда-нибудь засадитесь там. Ну, как бы такие маневры, стаскивания, складывания на пустой. А вверх она тоже будет, если вы буксанули вверх, и вообще проблемы идти. Цепи на пустой, наверное, помощники будут. Ну, в общем, посмотрим. Пока так вот преодолели, в общем, отрезок. Выходим, сейчас уже солнце садится, пока доедем, Байкал уже будет темно. Ну, может, на закате прямо на самом. Посмотрим. Оттуда, с того берега, может, заснимем в эту сторону. Ну, тут уже, конечно, самая, наверное, ютубная дорога. Если кто-то сюда едет, тут все отсняли уже, каждый метр этой дороги. Да, тут есть интересные моменты. Там вот в населенных пунктах такие подъемчики с полочками. В целом не скользко. В Красноярском крае было вот так же выглядело, да, но машина буксовала прямо на ходу на подъем. И вот видите, вот за лесом здесь вот идет прямая эта дорога. Они, получается, вообще срезать будут эти все змеевики. Ну так, судя по тому, сколько там сделано, я думаю, что это, наверное, года 2 минимум, наверное, будет. Наверное, какой-нибудь осени 24-го, что-нибудь такое.
10%. Это надо... Там еще медленно едет бензовоз, мы видим, да? 8-я. А, это не бензовоз. Почему он мне показался бензовозом? Ну, 8-я держит как бы. 8-я, третье положение горного тормоза и на горном. Ну, мы догоняем его, конечно. Но я там придержу. Там вроде как спуск позже попроще. Придержу и пониже передачу. В принципе, она даже не 2200, а на 2000 держит. Вот сейчас вот здесь на этой полочке можно придержаться. Вот чуть-чуть тормоз там на пару секунд. И вот 7-я. Тоже нижнюю включает, видишь? А там круче пошло, да. Сейчас крутой. Так может мне даже 6-ю, наверное, надо, да? Вот здесь, видал, тормозился, включил нижнюю. Ну давай 6-ю. На спуске аккуратнее, небольшой заторчик там. О, 6-я. А, он быстрее поехал. А, что-то я давно. Ну, в принципе, вот, ну, можно, да, вот, якутский вариант. Крутые горы, 6-я передача, едете и не паритесь. Он будет там в диапазоне до 2000 даже держит, видите? Ага. Пробукснуло, и обороты подскочили сразу. Вот это было, вот это сейчас нет, это горный отказывает. Почему? проскальзывание идет, я же говорю. Гуляй, встречка висит. Да, там что-то пацаны или пустыми шли, или... Ну, тут можно на 7-й, я уже короткий этот остался, попридерживаю. Просыпано довольно. А проскальзывает, слышишь, у меня прихватывает. Смотришь, резина дымится. Ну, это она пока парит просто. А КамАЗ спокойно идет, смотри. Не, пробуку тоже видно проворачивает у него. Вот у него, скорее всего, либо резина прям лысая. Посмотри, он с самого нуля начал. Да могли, может быть, это, слышишь... Либо, глянь, его Да все кто-то объезжают. задом, Это все его да? объезжали отсюда, да, трогались. Либо у него резина Могли лысая, просто- либо перекачанные колеса конкретно. И он Скажи просто- ему по рации, Вольво, проверь давление в колесах. Спусти колеса, просто скажи ему. Ну чё? Вольво шлифуешь на подъем. Слышишь, сейчас проверь давление на ведущей оси. Надо 7,5 там и будет ехать сразу. Мы точно так же новую забрали. 9 очков было, там буксовало везде. Ну, может, совет поможет. Вроде бы после этой такие горы не будет, были аккуратно. Чего? Это он не тебе, наверное. Это турок вообще едет. Ты близко едешь. А я сейчас не буду ехать близко. Ну, я соблюдаю дистанцию. Тут как бы ровно, не знаю. Ну, правильно едет. В принципе, вот мы там за весь спуск. Там висят, кричи, чтобы на одну полосу ушли. А, и КамАЗ завис, видишь? Висят оба. Проезд есть, нету. КамАЗ, получается, Они буксанул. развернулись, сейчас вниз скатились, есть проезд. А, КамАЗ его начал. Да. Вот, видишь, тоже стройка, вот она. Почему? А как мы ее не видели? Да, раньше Вот не она начали. идет. Сейчас лес. А, ну может резко они типа снегом было засыпано, сейчас работы начали, знаешь, Да, да. и видно. Техники не. Видно вообще. Ну да, техники, наверное, не было, И только. вот этот перевал будет здесь. И да, выйдет. Ну вот это получается, вот эти два самых, ну, таких крутых подъема, где вечно все буксуют, они спрямят сейчас. Такие дела, то есть работы идут, инфраструктура развивается. А то я в предыдущем видосе там жаловался. Да не пройдет и 100 лет, все будет ништяк. Вот D9R. Это весом 60 тонн. Малышок. Бульдозерок. Такой возил как-то в детстве еще. Caterpillar D9. По-моему, даже 67 он в сборе весит. С лопатами, отвалом передним. Так, что-то я как-то турок. Он южный парень, наверное, какой-то. Ему сказали, наверное, выше 7 не включай. А
поехали сейчас турки здесь, потому что границу закрыли, Забайкальский, по-моему, Забайкальск мы еще не доехали. Просто появились в Приморье там машины за этими посылками, типа за них платят конские деньги. Смотришь, и турки поехали, и Air Group, там пацаны появились. Раньше, говорит, дальше Иркутска никто не ездил. Ну, в Приморье 2 перехода. Возле Уссурийска один и возле Зарубина, там вот, где мы катались. На очередь смотрели из прицепов. Слушай, Макс, ну надо атаковать его, получается. Так что-то вообще не вариант. Я уже сзади, получается, кто второй, тот бригадир, правильно? Ну тут-то не вариант. Ну я понимаю, но я-то второй. Да. А там сзади местные на одиночке, видишь, на Хина. Это скорее всего. Там О. уже будем заезжать в кафе. Ну да. А где оно? Надо водить. А, не надо? Мужики, давайте я отстану от него, если кто хочет там обходить, потому что в кафе надо заезжать. Вот сейчас, которая будет. Меня, наверное, никто не слышит, или мы рацию убрали. А где оно, ты помнишь кафе? Прямо вот после спуска будет? Сейчас, да? Спуск еще и кафе. Моты, да? По-моему. Да. Ну да, давай остановимся, поменяемся. Я еду примерно по Москве с 2 часов ночи, да? Около 3. Ну, наверное, с 3. А сейчас 12. Ну, 9 почти часов. По РТО. По РТО только забыл паузу 45-минутную сделать. Не, я выхожу, все время бегаю вокруг машины, но вот эту кнопку никак мы не можем этот. Я у Вольво спрашиваю, они говорят, нет, тахограф это не к нам. Я заехал раз в Омске, тахограф, типа мастер, заехал там через всю стоянку, везде, днем, все. А там закрыто. Думаю, это елки-палки. А они по рации именно рекламируют, настраиваем тахограф, там туда-сюда. Просто, ну, в меню там непонятно, куда идти, там такие, ну, цепочки, кнопок мало. Инструкцию читать лень, я так понял, да? Или где она вообще у нас? Я что-то ее как-то на глаза она не попадается. Или ее выложили вместе с этим. Ну, с лишними бумажками какими-то. Ну, солнце. И посмотри, какое у нас стекло грязное. Сейчас помою. Вот, сейчас вообще классно видно, да? У нас, видите, в 4 стороны все поливает. А? Ой, замерз. Ну, надо... Ой, и мой тоже некачественно. Вот, кафе вот сейчас будет, вот впереди подъезжаем. Моты. Мы в мотах сейчас перекусим. Поменяемся. Не знаю, Макс, не знаю, стоит ли ему давать вообще рулить. Конечно, нет, я боюсь по култуку ехать. Сейчас начнет култучить здесь. Он сейчас... Мы вот этих пропускаем всех, эти также его не будет обгонять, а Макс их потом за раз всех киданет где-нибудь, я знаю. Как-то он там механику так включает, что у него начинает машина ехать. У меня как-то она не едет. Я вроде там что-то давлю, мне кажется, может у него там чип-тюнинг какой-нибудь есть. Я читер. Читер. Да не, это в шутку все. Все нормалек, я нарулился. Надо отдыхать, чтобы... Все нормально было. А это же заезд какой-то. Как-то, блин, слышь. А мне, думаешь, нравится? Может нам внутрь заедем? Да хз. Не, херня стали. Все, можно рядом с машиной. Не-не-не. Охренеть. Блин, чтобы нас не снесло тут никуда. Стали, конечно, так себе. А мы тогда отстояли в этом месте. Да. Заруливаем. Да сейчас, надо же оттянуться от канавы сначала. Оттягиваемся от канавы. Стой. Да что ты за дятел такой, елки?
блин. А сюда, наверное, грузовики не езжают, не заезжают же, да? Прям по центру. Блин, а вот этот крендель в машине сидит? А? Можешь отъехать, нет? Если ты в машине. Брат, отъедь, брат. Или он не в машине? Я не знаю, вроде заведенная. Стой. Ай, блин, не люблю некачественную А, он там, да? Вот он. А попроси его. Извините, а можете на эту сторону переставить? Не слышит? А, он в капюшоне. Нет, ну это такие типа, чё? Думает, сука, заехал. Так типа, он, наверное, так не думает, а он куда-то задом поехал. Или что он делает? А, вот туда прижался. Ага. Сейчас ты загородишь полностью. Ну я вот тут стану, его загоражу, и он и все. Назад даст, если что. Прям. Конечно, я вот сюда прижмусь сейчас и все. Ну, нашу. Быстро едим и сваливаем. Да. Ну так вот такой себе маневр, конечно. Ну так вырулишь же потом, да? Надо тебе подготовить все, чтобы здесь было качественно. Ну, в общем, все, дорогие друзья. Вот так вот и катаемся. Пересменка. Надо стекло протереть на солнце. Видишь, внутри налет какой-то. Хотя мы в машине ничего такого не курим, не пьем. Кальянно у нас не замечено. Да, отлично, глянь, как вытирает. Просто бумажкой, да? Вообще ништяк. Ну, держит в себе. Ничего, грязно, просто черное, да? А, это что, может, с этого, с климата, да? Не знаю. Вот это ништяк вообще. Такой налет, я не знаю, грязи прямо. Ладно, все. Санитарные эти действия наши не будем записывать. Всем удачи на дорогах, давайте, все пока.